Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин и телепрограмма «Точка взаимодействия». Тут на этом месте по адресу Матросова, 2, города Якутска проходило совещание с заместителем председателя правительства Республики Саха-Якутия Кириллом Бычковым. Вопрос состоял о том, что эта государственная земля, Министерство имущественных отношений, ненадлежаще использует данную землю. Мы опять возвращаемся к этой теме. Кирилл Евгеньевич Бычков, я надеюсь на вас и что вы в ближайшие дни разберетесь в сложившейся ситуации по данным проектам и земельным участкам. Олег Леонидович, вот ты делаешь видео на протяжении 20-го, 21-го, 22-го. Прекрасно знаешь, что я обратился в компанию Якутпромстрой, так как разработал еще один проект масштабный инвестиционный, без бюджетных средств, по решению проблемы малых датчиков. Вот за этим забором находится предприятие Якутпромстрой. Вот посмотрите, у них вся производственная база, мощностя, все технические условия соблюдены, все для строительства здесь объекта. Почему именно рассматривается земля республиканская? Потому что согласно земельного законодательства масштабный инвестпроект принимает глава субъекта, а он может принимать только по землям, которые находятся в ведении субъекта. Все. Масштабный инвестпроект в части решения проблем обманутых дольщиков, а они у нас в республике есть, предусматривает передачу либо площадей, либо не менее 40 миллионов рублей в бюджет республики. Если вы считаете, что это невыгодно республике, а вот это вот наиболее, так скажем, использование наиболее приемлемое, ну тогда я чего-то за 40 лет работы в строительстве не понимаю. 1 сентября 2024 года. Мы до сих пор находимся на этом земельном участке в городе Якутске по улице Матросова, 2. 6 февраля 2024 года я обратился в Республику Саха-Якутия, в правительство, с предложением передать свой земельный участок в особо охраняемой территории объектов на Табагинском мысе, который получил наследство, в республику. 2,6 гектара. Вид разрешенного использования — санаторий-профилакторий. У меня у одного такая категория. И взамен я попросил земельный участок в 7 раз меньше на улице Матросова, 2, что соответствует статье 39.21 Земельного кодекса Республики Саха-Якутия для государственных нужд. А обмен полностью соответствует. И так как я ранее обращался в ведущие строительные компании города Якутска, то только одна компания, вот эта вот, которая здесь находится, изучив все документы, пошла навстречу и предоставила все необходимые документы, что на данной территории обязуется построить многоквартирный дом с квартирами социальной направленности, которые очень необходимы жителям города Якутска. А на Табагинском мысе у нас есть фонд предпринимательства, руководство которое откликнулось и готово предоставить инвестзаймы 20 предпринимателям для развития предпринимательской деятельности под залог этих же земель. Понимаете, приходят наши предприниматели, зачастую у которых нет залога, проходят конкурсную комиссию в Министерстве предпринимательства, им выдают 10 соток земли, а здесь у меня 20 земельных участков по 10 соток, им дают инвестзайм. И руководство фонда предпринимательства молодцы просто, я удивлен тому, что люди действительно меня услышали, на своем месте находятся. Они говорят, нам очень важно, чтобы мы видели, где государственные деньги. Не где-то они разлетелись по республике, и мы не знаем, как их контролировать, а мы приехали на Табагинский мыс и видим целевое назначение этих 100 миллионов рублей. И самое главное, что правительство Республики Саха-Якутия за использование в течение 5 лет государственных денег получает со 100 миллионов рублей 90 миллионов рублей прибыли с предпринимателя. Это инвестзайм по самой низкой цене в Республике Саха-Якутия. Это не банковский процент, это существенно ниже. Дали поручение, и в кратчайший срок агентство по туризму Республики Саха-Якутия разработало концепцию, вот это вот, на Табагинском мысе, это и есть основание. Вот, видите документ, который с подписью и печати для обмена. Разработала концепцию глэмпингового центра для досугового отдыха жителей города Якутска. Это банные комплексы, дома для отдыха, посуточная аренда, глэмпинги. На Табагинском мысе семейный отдых, у нас такого нет. И это стало основанием для обмена. С этим проектом я пришел в Министерство имущественных отношений. Документы изучили, новое руководство проводило на протяжении этих месяцев большое количество мероприятий с моим участием по данному земельному участку. Что все правильно, все в рамках закона. Но получается параллельно
В августе месяце 2024 года руководство Министерства имущественных отношений проводит аукцион на данный земельный участок, при этом отмечая, что все руководители министерств, которые были 7 месяцев на всех совещаниях, руководством МИЗО не уведомлены о проведении торгов. Ни Министерство предпринимательства, ни Министерство строительства, ни Министерство управления архитектуры, ни Министерство экономики, никто абсолютно совсем. Эти торги проходят с грубейшими нарушениями, понимаете? Здесь идет передача по торгам за 7 миллионов рублей в аренду. В аренду кому? Юридическим лицам. Что они здесь будут делать? Что прописано в документах, в торгах, какую деятельность будут осуществлять? Понимаете, первое вот нарушение даже. Вот стоит котельная, которая принадлежит Министерству имущественных и земельных отношений. Она в торгах на аукцион вообще не отражена. Это грубейшее нарушение. Когда есть объект, его надо сначала демонтировать, потом выставлять на торги. Прошу вас разобраться в сложившейся ситуации по данным земельным участкам.